Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что выбираете быть со мной, за вашу невероятную и теплую поддержку, за вашу помощь, за ваши донаты. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на мужчину. И мы с вами посмотрим в эту самую минуту, о чем он думает. Думает ли он о вас, да, какие мысли его переполняют. Загадайте, пожалуйста, на мужчину, представьте его, назовите по имени, обратитесь к нему мысленно либо вслух и спросите его, о чем он думает. Думает ли он о вас, какие мысли в его голове именно в эту самую минуту, в это самое мгновение. Ну и давайте посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Ого-го. Итак, мои хорошие, о чем он думает? Думает ли он о вас? Да, о вас он только и думает. Смотрите, видите, вот он в лодке и к вам, значит, путь держит. Я так понимаю, что он к вам едет, либо у него все мысли о том, чтобы к вам приехать. Тут мужчина либо очень соскучился, либо в принципе он без вас и дня прожить не может. Вот прям нужно вас видеть, вот как угодно, где угодно, но лишь бы ее увидеть. Но у кого-то отыграет, что он едет. Если едет, то, девочки, он не с пустыми руками. У него что-то для вас есть, что-то он для вас приобрел, что-то хорошенькое, что-то интересненькое, что-то вот такое впечатление дарящее вам. Может быть, цветы, может быть, там колечко, может быть, сережечки, да, что-то он вам такое приобрел. Едет. Он без вас не может, девчонки. Просто не может. Еще сегодня что-то с ним такое происходило, вот как будто бы он... Ну, я не буду говорить, что сравнивал, но он какую-то женщину наблюдал. Женщину с отвратительным характером. И он такой, блин, как мне повезло, что у меня такая хорошая девушка, да, либо такая хорошая жена. Боже, какой я самый счастливый, да. Спасибо тебе, Боженька, что такую женщину мне послал. Да? Какую-то женщину то ли дело имел, то ли просто наблюдал где-то со стороны. И прям так, знаете, на него это все впечатление таки произвело. Да? Он вам обязательно про это расскажет и прям пожалуется, скажет: вот представляешь, какие женщины ужасные бывают, а ты вот у меня умничка, ты у меня молодец, ты у меня самая лучшая. Так, еще он, кстати, думает о том, что нужно вас куда-то вывести, либо отвезти. Может быть, он вам обещал, что он вас куда-то повезет. А может быть, он обещал вам денег дать, там, по магазинам пройтись, либо чтобы вы красоту навели. Об этом он тоже думал. Ему не хочется давать вам мало, ему хочется дать вам все, что у него есть. И вот он такой, да, надо денег, что ли, занять, либо надо там начальника попросить, чтобы поскорее мне денежку выплатила. Может быть, там на клиента надавить, да, чтобы скорее за заказ деньги отдал. Об этом он думал. У него-то есть какие-то деньги, но их маловато. И он такой: нет, моя девочка заслуживает гораздо больше, гораздо, ну, как, больших сумм денег, да, что же я такой мелочный, да, совсем чуть-чуть ей дам. Надо как-то мне подсуетиться, чтобы денежка была, чтобы ей отдать. А еще он думал о том, что вы очень сильно меняетесь, и он за вами не успевает. Вот то ли вы развиваетесь быстрее, чем он, то ли вы... Ну вот что-то в вас меняется. И он каждый раз это замечает и этому радуется. Но ему не хочется от вас отставать, ему хочется вам соответствовать. Вот он как бы и любуется, и восхищается, и тут же сетует на то, что он за вами не поспевает. Да. Кстати, он еще с кем-то разговаривал, и вас он хвалил. Хвалил, вот какая вы у него гениальная, какая вы умная, какая вы знающая, там, умеющая, да, может быть, расхваливал ваш борщ, либо расхваливал ваши результаты и успехи на работе, в бизнесе, да, вот в таком ключе. Прям хвастался вами, и ему было так приятно, да, вот вами похвастаться. Он видел зависть в глазах того человека, которому о вас рассказывал. Прям такой моментик у него остренький был.
Так, еще он думает о том, что от вас что-то нужно скрыть, чтобы вы вот не узнали, да, не хочет и даже боится, что вы что-то узнаете. Но он не показал, что конкретно. Он настолько это в себе спрятал, даже, знаете, может, боится об этом думать, да. Может быть, вы и мысли умеете его читать. Он такой: не, лучше об этом думать не буду, а вдруг она мои мысли прочитает. Что-то спрятать, скрыть. Но это не касается какой-то другой женщины. Это касается вот лично его событий. Может быть, каких-то неудач, может быть, каких-то проблем со здоровьем, может быть, ну, каких-то моментов просчеты, да, вот просчитался. Вот это хочет скрыть, чтобы вы, не дай бог, не узнали, чтобы вы в нем не разочаровались, чтобы вы, ну, как, не перестали видеть в нем достойного себя мужчину. Поэтому он хочет скрыть какой-то момент. Мне почему-то кажется, что это либо здоровье, либо работа. Никакой другой женщины, тем более чувств к другой женщине, я не вижу. К вам у него фонтан, вот вы и сами видите, да, прям фонтанчик нарисовал. Клевер, листочек клевера. Вы его счастье, вы его удачу. Вы ему, кстати, удачу приносите. Вот он об этом тоже думал. Когда между вами вот прям все хорошо, идеальные отношения, когда он вас радует, ему прям по жизни везет. И также, возможно, удача в том, что вы ему очень много подсказок даете, советов, много на что обращаете внимание, на что бы он сам не обратил внимания. И он пользуется вашими советами, он пользуется вашими подсказками, и много удачных моментов у него в жизни из-за этого появляется. К вам фонтан, то есть чувства бьют. Здесь и любовь, да, влюбленность, любовь, но и также желание тоже фонтанирует к вам. Может быть, он по вам соскучился, может быть, вы давно не виделись, да, а может быть, для него там и несколько минут без вас это уже прям трагедия, да, это такое долгое расставание, что ему сложно пережить. Так, а с вашей стороны он еще показывает 8. Он хочет, чтобы ваши отношения длились бесконечно, да, чтобы никто не повредил, не навредил, чтобы вас никто у него не переманил, не увел. Нет, он вам верит, он вам доверяет, но понимаете, боится, что кто-то лучше найдется, боится, что вы в нем разочаруетесь. Вот прям как-то у него красные линии этот момент разочарования. Может быть, вы более высокую должность занимаете, либо у вас там более успешный бизнес, чем у него. Почему-то он боится вас разочаровать. Вот прям страх вам не соответствовать, оказаться выкинутым за борт, да, менее достойным. Почему-то этого очень боится. Может быть, вы его в шутку с кем-то сравнивали. Ну, а может быть, у вас там очень крутые знакомые мужчины есть, и он очень боится, что вы в нем разочаруетесь. Да, бесконечно. Я хочу с ней бесконечность. Так, еще он здесь показывает лисичку. Вы для него лисичка. Такая вот прям женщина-огонь, женщина невероятно соблазнительная и женщина, которую он понять не может. Некоторые ваши поступки его шокируют, некоторые поступки его вдохновляют. Вы всегда какая-то разная. Вот на вас посмотришь, и совершенно непонятно, да, что с вами происходит, о чем вы думаете, о чем мечтаете, чего сейчас желаете. Да, вот прям такая загадочная, абсолютно загадочная. Еще тут мужчина думает, что вы такая хитренькая, в хорошем смысле слова, что вы можете из него веревки вить, а он не может вам сопротивляться. Потому что это невозможно. Такой женщине, как вы, невозможно сопротивляться. Так, еще он думает о приятном времени с вами, приятное время. Может быть, куда-то сходить, а может быть, и дома просто побыть, там вместе фильм посмотреть. Может быть, что-то вместе даже делать. Об этом он думает. Еще он думает о каком-то мужчине, который то ли с вами вместе работает, то ли вы с ним как-то общаетесь. Может быть, в интернете общаетесь. Может быть, это какой-то, я не знаю, родственник либо друг детства. Вот об этом мужчине думает. Вот он ему не нравится, он ему кажется очень подозрительным. И он такой, надо что-то предпринять, надо как-то его отвадить, да. Вот вам он ничего не хочет говорить по поводу этого мужчины. Может быть, боится, что вы будете там подсмеиваться над ним и говорить, что типа ревнуешь меня. Но с другой стороны, он прям чувствует, что возможна угроза. А терять он вас не намерен. Нет, вы что?
Тут такого даже и не выгонишь. Будете его гнать, а он будет за ваш подол цепляться. Да, нет, нет. Но он вас будет, я так понимаю, защищать, да? Защищать от посягательств других мужчин. Либо уже защищает, да? Вы там подумайте, где ваши знакомые мужчины подевались. Если их стало в разы меньше, ну, явно он что-то предпринимал. Теперь, получается, он еще одного мужчину наметил, который его смущает, да? Кажется, что может вас соблазнить, либо увести. Нет, нет, он такого не переживет, он такого не потерпит. Еще показано, что он думает о какой-то дороге, но эта дорога его от вас уводит. Может быть, это какая-то поездка, да? Может, ему нужно куда-то ехать, может, к родственникам, может, по делам. И вот он эту дорогу, он постоянно как будто бы ее, ну, то ли переносит, то ли отдаляет. То есть как бы надо, да, есть необходимость, либо, может быть, обязательство. Но он не может решиться, потому что боится вас оставить одну. Либо не хочет, не может вас оставить одну. То есть вы ему нужна, вы ему важны. Об этом еще он думает. Нет, вот что не говорите, вот кто загадал на мужчину, кто зашел на эту отсыпку, здесь мужчина очень влюбленный, любящий, и мужчина, который вами очень сильно дорожит. Вот мы его так поймали, да, когда он о вас и думает вот именно в таком ключе. А может быть, он постоянно о вас думает, да, и в любое время можно сделать отсыпку и видеть именно эту информацию. Здесь именно любящий мужчина, и думает он о любви, о близости, о том, чтобы вас радовать. Ну и, конечно же, защищать. Защищать и от других мужчин, и от каких-то неприятных моментов. Об этом он думает. Хорошая отсыпка, положительная очень вышла. И, девочки, даже не сомневайтесь, тот, кого вы загадали, очень сильно вас любит. Очень любит, и вы для него самая главная женщина в жизни. Как ни крути, он прям на все это указал. Тут все знаки, которые об этом и говорят. Ну, просто так фонтан не выйдет, просто так ливер не покажет. Просто так мужчину с такими мыслями не покажут. Тут явно как бы серьезные намерения. Мужчина, который действительно любит. Мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.